Приветствую вас, дорогие читатели! В 2021 году мы празднуем столетие со дня образования Республики Коми. В честь этого события отдел абонемента Национальной библиотеки Республики Коми подготовил цикл видеообзоров «Моя республика. Книжное богатство». В течение года мы будем рассказывать вам об известных поэтах и писателях Республики Коми, о тех, кто стоял у истоков образования коми-литературы. Мы расскажем о книгах, посвященных жизни и творчеству Ивана Куратова, Виктора Савина, Василия Юхнина, Серафима Попова, Николая Дьяконова, Геннадия Юшкова и Владимира Тимина. Сегодня предлагаю нашим слушателям вспомнить имя народного поэта Республики Коми, участника Великой Отечественной войны, гвардии капитана в отставке Серафима Алексеевича Попова. Представляю вашему вниманию книгу «Дорога к полярной звезде». Книга выпущена Коми книжным издательством. В этой книге стихи, поэмы, баллады самого Серафима Алексеевича, как на русском, так и на коми языке, а также воспоминания о нем, разных лет, его родных, коллег, друзей, много фотографий, много биографических данных об этом человеке. Родился он 8 января 1913 года в селе Жишард Усть-Вымского района, в семье крестьян, многодетной семье. Его отец Алексей Иванович прошел японскую, германскую войну. Очень любил литературу, читал художественные произведения. У него в доме была библиотека, и он даже выписывал книги для этой библиотеки. Мама Вера Федоровна в юности она была послушницей в Соловецком монастыре, но вот в монашество не приняла, ушла, батрачила, вышла замуж за Алексея Ивановича. В семье родилось 5 детей. Наш поэт Серафим был 4-м ребенком. Рос, как все деревенские мальчишки, учился в школе, только вот в 8 классе доучиваться-то ему не пришлось, потому что семья была признана зажиточной, в семье была лошадь и корова, и только вот не успели их раскулачить, все вступили в колхоз. На школу вот из школы попросили. Поэтому Серафиму пришлось с юности очень много работать, сплавлял плоты, обжигал кирпич, возил трубы, валил деготь, смолу варил, плотничал. Ну а в 1934 году ушел в армию. И служил он в Пскове, в зенитном дивизионе, помощником командира. И вот за успехи в стрельбе он был награжден личным оружием, украшенным серебром, и вручал это ружье не кто-нибудь, а сам маршал Тухачевский. Из-за успехи военной подготовки Серафима Алексеевича отправили учиться в Кремлевскую школу. Он учился в одной группе с Сашей Чапаевым, сыном легендарного комдива Василия Ивановича. Но вот школу Кремлевскую он также не закончил. Потянуло в родные места, в родной Жешерд к родителям. Но долго около родителей он не сидел. Уехал в Сыктывкар, устроился работать в газету «Коми Комсомолец». Вначале работал ответственным секретарем, а потом и редактором этой газеты. Ну а в июне 1941 года со всей редакцией ушел на фронт. Воевал. Воевал под Москвой, под Воронежем. Он участник Курской битвы. Награжден был медалями и орденами. Был контужен на войне и был ранен. Вот, узнав про его детство, можно только удивляться, как вот парень, такой хиленький на вид, невзрачный, но обладающий недюжной волей и талантом, вот не смог растерять себя в этом лесном краю, таежном краю, в глухом поселке, не угробил себя в тоске и в унынии, в страхе, вот, а смог выжить, стать мужчиной, воином, солдатом, поэтом. При этом он всем всегда помогал. И уже будучи редактором крупного республиканского журнала «Войвод Коджев»,
и как депутат Верховного Совета Коми Республики, и как заместитель председателя Верховного Совета Коми Республики помогал всем фронтовикам получить квартиру, молодежи устроиться на работу, и даже человеку, который сидел в тюрьме, опубликовать свои стихи. И вот такой человек встретился Серафиму Алексеевичу на его жизненном пути. Ян Глебов. В тюрьму он попал по пьяному делу, избил кого-то. Ну, избил не до смерти. Все равно срок получил, попал в наши края, сидел в лагере. И вот друзья по лесоповалу заметили, что он каждый день пишет стихи, бормочет что-то в рифму. И стали его уговаривать. Пошли свои стихи в газету. Ну и газета попалась на коми-языке. Стихи послали. Никто не надеялся, что их опубликуют, потому что стихи заключенных публиковать было нельзя. Но тем не менее, вот стихи опубликовали. Наверху фамилия Яна Глебова, а внизу перевод с русского сделан Серафимом Поповым. Мало того, в лагерь пришел денежный перевод на 10 рублей. Тогда это были большие деньги. Мало того, в лагерь приехала общественная комиссия, пересмотрели дело Яна Глебова и отпустили его досрочно. Вот все благодаря вмешательству депутата Серафима Алексеевича. Сам он человек был очень скромный и из толпы никогда не выделялся. Однажды, а это было в 1970 году, он приехал в Ухту по своим депутатским делам. Ну и решил в гостиницу не вселяться, а сразу приступил к своим обязанностям, пошел по своим делам. А вечером, вернувшись на автовокзал, потому что он решил в Сыктывкар добираться на автобусе, он заснул на скамеечке. Разбудил его милиционер, чтобы проверить документы. И увидел Курочку, заместителя председателя Верховного Совета Коми Республики. Документ, конечно же, привел милиционера в ступор. Он тут же доложил дежурному по городу, доложил своему начальству. Разбудили первого секретаря горкома партии, который, конечно же, знал, что в этот день должен приехать какой-то важный начальник из города Сыктывкара. И даже он ждал его и забронировал ему комнату, люкс, гостиничный номер в Тимане, в гостинице Тиман, и ждал, что он придет к нему в кабинет, такой свеженький, пахнущий утренним кофе. И вот тут такой казус. Конечно же, все начальство города сбежалось на автовокзал, чтобы засвидетельствовать почтение заместителю председателя Верховного Совета. Только все это вело замешательство Серафима Алексеевича, который был очень скромным человеком. И он только просил всех не беспокоиться. Вот такие истории родных и неродных, близких, коллег по работе можно почитать в книге «Дорога к полярной звезде» коми-книжного издательства. Как я говорила уже, Серафим Алексеевич Попов участник Великой Отечественной войны. И у него очень много стихотворений, посвященных вот этой военной тематике. Сам воевал, конечно же, писал и о своих боевых товарищах. Войне посвящены многие его стихотворения. Например, баллада о генерале Микушеве и его 41-й дивизии. У генерала Микушева были зырянские корни. Сам-то он родился в Пермском крае, только вот родители были родом из Усть-Сысольского, с нашего города. Сам генерал Микушев был уже профессиональным военным к 1941 году и командовал дивизией. Первым встретил врага на Украине. Против его одной дивизии Гитлер выставил 5 стрелковых и 3 танковых дивизий. И генерал Микушев 5 дней оборонял свою землю и отступил только по приказу, при угрозе, чтобы не попала дивизия в окружение. Позже маршал Советского Союза Голиков подвиг 41-й дивизии сравнит с подвигом героев обороны Брестской крепости. Дивизия отличилась в боях под Киевом, под Белой Церковью, и в одном из боев генерал Микушев был смертельно ранен. Тело его осталось на мосту через реку. Фашисты пытались забрать тело нашего генерала, но вот бойцы дивизии не дали. Ночью разведчики забрали тело и похоронили на Киевском кладбище. Ну, мы знаем, что Киев был оккупирован фашистами. Фашисты сравняли могилу генерала Микушева с землей, и только после освобождения в конце войны генеральская могила вот была приведена в порядок. Также в сборнике «Вечный огонь»
Баллада о 6 кедрах. Многие из нас знают стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». Написано было это стихотворение под впечатлением истории семьи Газдановых из Северной Осетии, где 7 сыновей погибли на фронтах Великой Отечественной. Вот в память о них в селе в Северной Осетии был установлен памятник в виде скорбящей матери и 7 птиц улетающих. Но вот мало кто из нас, жителей Республики Коми, знает историю простых крестьян-просужих из деревни Межек Усть-Вымского района, которые заплатили за победу жизнями своих 6 сыновей: Алексея, Ивана, Матвея, Николая, Александра и Григория. В семье Семена Григорьевича Просужих и Павла Алексеевны было 6 сыновей и дочь Анна. Глава семейства Семен Григорьевич прославился тем, что делал добротную крепкую мебель, умел класть печи. Старший сын Алексей, он был председателем сельпо. Младшие Анна и Григорий ходили в школу, были маленькими, еще учились в школе, а вот средние сыновья, они работали в лесопункте. У семьи Просужих в селе был просторный дом большой, семья была очень дружная, всем было хорошо. Сам глава семейства Семен Григорьевич умер в 1934 году до войны. И умирая, он, конечно же, наверное, был спокоен, потому что свою жену Павлу оставлял уже на взрослых сыновей. Даже в страшном сне ему не могло привидеться, что такая судьба вот настигнет его крепкую семью. В 1944 году практически семья будет истреблена. Все 6 сыновей будут уходить на фронт, и все будут погибать. В 1944 году Павла получит похоронку на последнего. И от горя тоже умрет. Вот наш земляк Серафим Алексеевич Попов, сам участник Великой Отечественной войны, поэт, написал об этом балладу. Баллада о 6 кедрах. Ну, еще одно стихотворение, посвященное войне, окончанию войны, это Знамя Победы. Мы знаем, что Знамя Победы, символ победы, согласно замыслу Сталина, было водружено над Рейхстагом 2 мая Егоровым и Кантари. И об этом знамени наш верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин думал еще за полгода до окончания войны. И такое знамя было приготовлено в городе Москве из бархата. В середине был герб Союза Советских Социалистических Республик, над гербом был Орден Победы, а внизу надпись «Наше дело правое, мы победили». Однако вот это знамя, приготовленное в Москве, вот в штаб армии, в Берлин, оно так и не попало. Ну а в Берлине, конечно же, в апреле месяце в штабе армии стали думать, где взять знамя. И было изготовлено 9 штурмовых флагов по количеству дивизий, которые входили в состав армии. Флаги были изготовлены из простого немецкого материала, из красного, купленного в одной из лавок Берлина. Звезда, серп и молот были нарисованы через трафарет штабным художником Василием Бунтовым. А вот древки к флагам были изготовлены киномехаником, старшим сержантом Сашей Габовым, простым коми-парнем из нашего коми-села. Он просто взял оконные карнизы и прикрепил к ним вот эти флаги. В ночь на 22 апреля штурмовые флаги были вручены представителям стрелковых дивизий. В их числе и был штурмовой флаг номер 5, который позже Егоров и Кантари водрузили на Рейхстаг. Оно и стало знаменем победы. После войны знамя было отправлено в Москву, и подлинник хранится в специальной капсуле в подземном помещении Музея Вооруженных Сил при определенной температуре, при определенной влажности, чтобы не испортилось. Ну а на Парад Победы 9 мая выносится дубликат этого победного флага. Вот об этом стихотворение Серафима Алексеевича «Знамя Победы». Сборник «Вечный огонь». И очень много стихотворений Серафима Алексеевича, посвященных красоте нашего родного края, Коми Республики. Надо сказать, что стихи его очень мелодичные. Многие из них стали песнями.
Музыку к ним писали такие композиторы, как Александр Осипов, Прометей Чисталев, Яков Перепелица. Ну и самая известная песня, созданная на его стихи, это «Кача Синьяс», «Ромашки». Нужно сказать также, что многие его стихи были переведены на финский язык, на венгерский, болгарский, немецкий. Сам Серафим Алексеевич тоже занимался переводами. Он переводил, например, Шекспира на конный язык. Вот что хотелось сегодня сказать мне о нашем поэте, коми-народном поэте, участнике Великой Отечественной войны, достойном преемнике Ивана Куратова и Виктора Савина, Серафиме Алексеевиче Попове. Ну а за книгами к нам в отдел абонемента Национальной библиотеки Республики Коми. Всегда рада видеть наших читателей.